развитии Почты России поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю генерального директора Михаил Волков. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня вы приехали к нам в столицу Башкортостана. Расскажите, встретились с главой республики, о чем говорили? Во-первых, хотел бы сказать, что Башкортостан для нас особый регион, первое место по количеству отделений, и большая часть, 80% из которых находится в сельской местности, поэтому для нас, конечно, очень важно не только бесперебойная работа наших отделений, но и ее развитие. И, собственно, на встрече мы обсуждали и подводили итоги 2023 года, обсуждали задачи развития 2024-2025. Ну и, конечно, таким особым торжественным мероприятием сегодня стало открытие 35 обновленных сельских отделений. Более 100 тысяч людей получили новый комфортный формат обслуживания, который раньше был недоступен. И это результат такой успешной реализации поручений президента России. За это большая слова благодарности правительству и лично главе республики за активную помощь и участие в реализации этой задачи. Башкортостан лидер в стране по числу почтовых отделений. Вот расскажите, насколько это важно и какую роль играет, может быть, в масштабах не только республики, но и страны? Наверное, в первую очередь, насколько это важно, должны говорить люди, но вот опираясь как раз на те обращения, предложения и зачастую и благодарности, могу сказать, что мы точно чувствуем, что почта нужна. И почта нужна в селе. Обычно, когда мы говорим про необходимость работы почты, часто вспоминают село, и это правильно. И это правильно, потому что для села, для жителей села почта — это зачастую единственный такой вот центр, и не только организации почтовой связи, да, но это и финансовые услуги, и магазин, и, в принципе, то место, где люди могут встретиться, что-то обсудить. Для города это совершенно уже другой. Почта приобретает смысл. В первую очередь, конечно, то, что мы стремимся делать, да, это центр такой электронной коммерции, да, такой логистики электронной коммерции. Поэтому спрос на это есть, и мы считаем, что еще долгие годы, несмотря на активную цифровизацию, почта будет таким правильным каналом и коммуникации, и тем таким государственным институтом, который связывает людей и внутри страны, и со всем миром. Да, Почта России — это действительно уже вот такое классическое связующее звено, которому доверяют. И поэтому наши зрители нашего телеканала, жители наших сел, деревень Башкортостана, иногда во время того, когда приезжают наши съемочные группы, всегда спрашивают и немного переживают за будущее почтовых отделений. Потому что вы правильно говорите о том, что это центр села зачастую, да, это лучшая служба информации. Поэтому есть ли за ними будущее? Вот главный вопрос, который сейчас волнует. Да, я думаю, что будущее есть, и, опять же, в моем понимании, в более широком смысле. То есть это не просто, что почта должна остаться. Да? То есть она должна не только остаться, она должна развиваться, но в соответствии с новыми требованиями и клиентов, людей, бизнеса. Я очень часто вспоминаю, когда вот мы обсуждаем подобные вопросы, не только внутри себя, но и с коллегами нашими за рубежом, о будущем почты. И, в общем, достаточно давно идут разговоры о том, что, наверное, как и с приходом телевидения, все пропадет. Да? Вот. Но мы видим, что остаются и театры, и кино, и появляются просто новые формы какие-то коммуникации досуга. Поэтому почта не стоит на месте. И, конечно же, мы стараемся максимально упрощать клиентский путь, упрощать работу с почтой,
наших уважаемых клиентов, да, для того, чтобы максимально можно было бы все оформить что-то в электронном виде, в мобильном приложении. Но пока есть что-то физическое, что можно отправить или получить, безусловно, должна быть инфраструктура, которая способна это осуществлять. Поэтому почта в этом смысле, я думаю, еще надолго будет помогать и радовать. Значит, личные кабинеты не заменят все-таки именно физические точки обслуживания? Я вижу в этом не замену, а скорее дополнение. Дополнение, удобство, которое, в общем, уже сейчас миллионы наших граждан пользуются. Да? То есть сейчас порядка, уже точно более 50% всех посылок, например, оформляется в электронном виде. И мы стремимся популяризировать эти сервисы для того, чтобы люди не стояли в очереди, были меньше задействованы в оформлении каких-то бумаг. И вот цифровизация всего того, что можно увести в цифру, в мобильное приложение, на сайт, или в принципе облегчить работу для наших сотрудников и для наших клиентов, конечно, мы это все делаем. Но мы прекрасно понимаем, что наша страна, она большая, многообразная, и у кого-то есть соответствующий, скажем так, гаджет, смартфон, у кого-то по-прежнему кнопочный телефон. И в этом смысле мы видим роль как раз почты, такой, знаете, такой цифровой аналоговой для всех. Неважно, есть у человека возможность, желание, значит, прикоснуться к цифровому миру, мы в любом случае окажем полный спектр услуг и без личного кабинета. Михаил Юрьевич, вы не раз говорили о том, что Почта России не стоит на месте, что она меняется. Вот о каких новых алгоритмах, может быть, работы, новых сервисах вы готовы сейчас рассказать? Ну, в принципе, то, что мы уже даже сейчас коснулись, да, это и оформление посылок в мобильном приложении или на сайте. Это оформление писем. Мы только в прошлом году 30% уже всей нашей письменной корреспонденции мы перевели в цифровой или гибридный формат. Это очень удобно, и я считаю, что за этим будущее. Это то, что, наверное, максимально возможно в ближайшее время перевести как раз в цифровой формат, то есть передачу информации. И почта в этом смысле была и остается, я думаю, будет таким доверенным каналом общения и государства с людьми и бизнесом, и наоборот. Очень много сейчас мы используем новых технологий и сервисов, что называется, под капотом, которые, наверное, может быть, не всегда видны, но точно улучшают и должны улучшать все сервисы для наших клиентов. В первую очередь, более такое умное управление нашей логистикой для того, чтобы ускорять и сроки доставки, улучшать здесь и работу наших операторов в отделениях. Ставим себе задачу более чем в 4 раза сократить время обслуживания клиента на окне. Ну, и я думаю, что не за горами тот момент времени, когда будет не только безбумажно, но и без компьютеров. Поэтому такие амбициозные цели и задачи перед собой ставим. Специальная военная операция стала проверкой для Почты России? Безусловно, специальная военная операция стала проверкой, уверен, для всех нас. И считаю, что мы ее успешно проходим. Вы знаете, почта всегда была, на мой взгляд, такая калька, отражение вообще всего того, что происходит в стране. Потому что мы обслуживаем, работаем со всеми людьми и в крупных городах, и в малых, удаленных населенных пунктах. Мы видим очень большой отклик и большое желание не только родных и близких участников специальной военной операции, но и волонтеров, людей, которым
которые неравнодушны к тому, что происходит. Большое количество идет отправок в зону посылок специальной военной операции, очень много писем. Получаем очень много слов благодарности за, в том числе и нашу работу. Как вы знаете, по поручению президента мы отправляем посылки в зону специальной военной операции бесплатно. Это, конечно, тоже всячески стараемся вовлекаться в наше общее дело, в нашу общую задачу. Вы сейчас уже немного предвосхитили мой вопрос, который я хотела вам задать, о том, что Почта России, может быть, в ближайшем будущем и в далекой перспективе. Вашими глазами, может быть. Вы знаете, и в ближайшем будущем, и в далекой перспективе, в рамках той стратегии, которую мы видим, почта должна оставаться самая важная функция. Это гарантированное оказание услуг связи любому человеку, вне зависимости от экономических или каких-то чрезвычайных ситуаций. Мне кажется, это самое важное. И максимальный удобный, комфортный сервис для людей. А как и какими способами, технологиями, это уже наша задача, скажем так, идти не только в ногу со временем, но и где-то, может быть, предвосхищать. Вы знаете, мы часто смотрим на какой-то международный опыт и видим, что уже коллегам из-за рубежа есть много чему у нас поучиться, поэтому, наверное, к тому, что я уже сказал, хотелось бы добавить, что тут наше видение, что Почта России станет самой лучшей почтой в мире, номер один. Михаил Юрьевич, спасибо вам огромное за интервью. Надеюсь, мы с вами еще не раз увидимся и будем обсуждать то, чего достигла Почта России. Спасибо большое. Напомню, это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.